хирургической профессии есть трудности, есть свои проблемы. Эти бессонные ночи тоже есть. И всегда же работаешь с людьми, с их рядом с жизнью и смертью. И поэтому всегда трудно, когда от тебя зависит судьба человека, его жизнь дальнейшая. И ты, может быть, как говорится, стараешься всегда все сделать честно, правильно, чтобы пациент жил. При этом всегда надо, конечно, беседуем с родственниками, объясняем ситуацию. Бывают тяжелые травмы, бывают тяжелые опухоли. Ну, по крайней мере, мы стараемся сделать все, чтобы спасти пациента. Марсель Салаватович Мустафин, кандидат медицинских наук, заведующий отделением нейрохирургии больницы скорой медицинской помощи города Уфы, заслуженный врач Республики Башкортостан. Все мы родом из детства. По словам Гиппократа, каждый врач – философ. Ведь нет большой разницы между мудростью и медициной. Находясь рядом с мамой на дежурствах, Марсель еще в раннем детстве усвоил философию и этику общения с теми, кто попал в беду и нуждался в медицинской помощи. Мать у меня была медицинским работником. Она всю жизнь посвятила медицине, работала как в городе Сибае, потом она начинала фельдшером. Затем она окончила мединститут и уже переехали в Уфу и работала долгие годы в 5-й больнице. Вот это явилось, наверное, решающим. Я видел, как она работает. Меня приглашала на дежурство, объясняла. Когда учился даже, мне приходилось сидеть и вместе с ней изучать анатомию, смотреть картинки. Тогда еще был маленьким. Вот это, наверное, и первым заложило какой-то фундамент или тягу к медицине. А уже после армии, осознав все это, я поступил уже учиться в мединститут. Начало пути. Марсель Мустафин никогда не искал легких путей ни в жизни, ни в работе. Еще в институте у него появилась тяга к одному из самых сложных направлений в медицине – к нейрохирургии. Во время прохождения интернатуры интерес к этой области хирургии еще более возрос. Не во всех еще клиниках были установлены компьютерный томограф, практически их не было, поэтому очень сложно было. В основном опирались на данные клинического исследования, это знание очень хорошо неврологии. Так, еще смежные профессии, это отоларингологи, отоневрологи, так называемые, помогали, невропатологи, то есть совместно решали, ставили диагнозы и уже оперировали. Скоро четверть века, как Марсель Салаватович работает нейрохирургом больницы скорой медицинской помощи, 20 лет из которых он возглавляет это отделение. Легко сказать, 20 лет. Если этот период умножить на количество дней в году и полученное на число операций в день, конечный результат впечатляет. За это время высококвалифицированную медицинскую помощь получили около 40 тысяч пациентов. Медицина вообще шагает очень вперед, даже такими крупными шагами. Практически вот сейчас, последние несколько, наверное, пятилетий, десятилетий мы более-менее догоняем зарубежные страны. А до этого отставали на 20-30 лет. Ну, учитывая, что появилось оснащение, правительство закупает томографы, оснащаются различные районы. За счет этого повысилась диагностическая база и стало больше выявляться опухолей и каких-то других заболеваний. И тем самым улучшается, конечно, нейрохирургическая помощь. Верный путь. Гиппократ к тому же называл медицину благородной из искусств. Живя в наше время, великий мыслитель, возможно, нейрохирургию причислил бы к наиболее тонкому и изящному воплощению этого искусства. Действительно, эта сфера требует от специалиста ежедневного самосовершенствования, систематического изучения и освоения новейших методов хирургического вмешательства. Марсель Салаватович и его коллеги все время учатся и повышают квалификацию. Практически все наши, многие врачи специализируются или учатся в Москве, в зарубежных странах проходят специально. К нам приезжают на учебу и также делятся, различные конференции проходят с участием международных нейрохирургов с мировым именем, которые с удовольствием делятся опытом. И проходят различные кадаверные курсы, на которых отрабатываются те или иные подходы.
Конечно же, раньше этого не было. А сейчас у нейрохирургам, молодым особенно, есть стимуляционный центр, создают тоже для обучения. Нейрохирургическое отделение 22-й больницы, современное отделение, которым руководит Мустафин Марсель Салаватович уже длительное время. Под его руководством проводится множество различных видов оперативных вмешательств при сосудистых заболеваниях головного и спинного мозга, при опухолях головного мозга, при травмах черепа головного мозга, позвоночника. Уровень проводимых операций высокий и обслуживаем по сосудистой нейрохирургии множество районов Башкортостана. Счастливый билет. Нейрохирургические операции относятся к категории наиболее сложных, требующих от врача глубокого знания анатомии, огромного терпения. Существует разница между классической хирургией и нейрохирургией. В первой большой разрез, большой орган, много ассистентов. Микронейрохирургия, небольшой размер операционного поля, микроскоп, набор микрохирургических инструментов. Результат определяется мастерством врача. Ну, у нас большой, широкий спектр оперативной вмешательств, я же говорю, то есть и касающийся онкологии, и касающийся травм позвоночника, и дегенеративных заболеваний. Очень большой круг операций. И вот касающийся сосудистой хирургии, одни из первых в республике работаем в этом направлении. Когда сделали первую аневризму, вот заклипировали сосуд, это почти было в 2005 году, когда еще в республике у нас никто данной операцией не занимался. И вот эти довольно серьезные операции, которые в Москве делаются только несколькими хирургами практически, и в других регионах практически еще не делается, даже в Уфе. Поэтому, можно сказать, одним из первых начинателей или создания этой сосудистой нейрохирургии это была наша больница, наша клиника, наше отделение, в том числе и я. Многолетний опыт помог собрать материал для защиты кандидатской диссертации, которую Марсель Салаватович успешно защитил в 2001 году. В настоящее время продолжает научную деятельность в качестве ассистента кафедры неврологии и нейрохирургии Института постдипломного образования Башкирского государственного медицинского университета. На этой кафедре обучаются студенты из разных уголков планеты. На базе Башкирского государственного медицинского университета, да, учатся иностранные хирурги. Ну, они проходят специализацию по нейрохирургии или по другим каким-то специальностям. Ну, мы с радостью общаемся, объясняем. Мы дополнительно изучаем английский язык, они изучают русский язык. И так и общее то, что знание латинского языка, латинских терминов помогает в общении с любыми нашими коллегами. Но если человек хочет заниматься нейрохирургией, он практически уже с 3-4 курса начинает посвящать, приходить на дежурство, помогать, общаться в отделении с врачами, докторами. И уже они видят, как работают врачи, смотрят. И я всегда говорю, вы ходите, пожалуйста, на дежурство, посмотрите, вообще ваше ли это, чтобы человек не прошел ординатуру, не выучился, а потом, чтобы не принял противоположное решение. За время работы в отделении нейрохирургии доктор Мустафин освоил новейшие методы диагностики и лечения травм и болезней нервной системы. Пишет статьи, публикуется в медицинских журналах, имеет 2 патента на изобретение. Патенты, как раз касающиеся по позвоночно-спинальной травме, мы изобрели специальный аппарат, именно российского производства, который необходим был для фиксации позвоночника. Но пока он еще в стадии разработки и до сих пор не внедрен в широкое применение. Данный аппарат должен проходить лицензирование. И практически сейчас на рынке нет российских производителей данного оборудования, потому что это дорогостоящая экспертиза, поэтому мы не стали этим дальше заниматься. Настроение праздник. Доктор узнает своих бывших пациентов не в лицо, а по снимкам медицинской карточки. «Нереально всех запомнить», — говорит он, так как в течение года в их отделении получает нейрохирургическое лечение около 2000 пациентов. Проводится до 800 самых сложных операций. Владимир, как вы попали из Краснодара в Уфу в это отделение? Приехал к родственникам в гости, к родителям навестить. Помогал родителям. Произошел прострел в области пояснично-крестцового отдела. На карете скорой помощи госпитализировали в 22-ю больницу. В
в понедельник. Во вторник с утра уже сделали операцию. Ну, с четверг уже сегодня не без помощи ходуль. Первый сделал самостоятельные шаги. Все отлично, персонал отличный, Марсель Салаватович. Прям не могу нарадоваться этим врачу. Сейчас очень широко внедряются программы реабилитации. И практически вот эти все потоки, они разделены. Ну, можно сказать, приближаясь к мировым стандартам. Мы проводим операцию, и больного через несколько суток после снятия швов переводим в реабилитационное отделение, где им уже занимаются непосредственно реабилитологи, как так называемая мультидисциплинарная бригада, которая помогает больному реабилитироваться в социальном плане. Земные звезды. Для пациента до и после операции очень важен настрой на хороший результат. Теплое слово и участие доктора играет в этом немаловажную роль. За все время съемок в отделении нам было удивительно легко и уютно. Везде чувствуется дружелюбная атмосфера. Здесь светло от улыбок благодарных пациентов и внимательных врачей. Ну да, как же без этого, то есть без сочувствия, без помощи, конечно, самое главное. И сейчас оно нужно, чтобы сопереживать любому пациенту, вкладывать душу. Потому что пациенты видят во враче свое спасение, и когда врач не договаривает или что-то обманывает, то есть тут же чувствует, как маленький ребенок. Поэтому надо с пациентом всегда быть добродушным, открытым, душой и сердцем, и найти какой-то общий язык, прежде чем говорить о какой-то операции, какие-то точки соприкосновения. А потом уже, да, то есть больной всецело должен доверять врачу, хирургу.